Вообще-то я не планировала говорить о всех этих судебных делах. Да, мы действительно подали в Замоскворецкий суд иск, мы пытались опротестовать решение Минюста, поскольку в тех документах, которые нам были присланы, не было почти ни одного слова правды, ну, если не считать года там рождения и каких-то вот таких вот данных. То есть в основу обвинений Минюста легли просто полным текстом легли обвинения, которые звучали на анонимных сайтах, с анонимных проправительственных, пробжаневских, проинало-ардзенбовских анонимных каналов. То есть вот слово в слово. Знаете, вот, к сожалению, я никогда не была в Америке, но вот почему-то анонимы уверены, что я закончила в школу в Америке. И это же утверждает и Минюст России. Таких абсурдных вещей там достаточно много, мне даже не хочется их воспроизводить. Тебе там 117 лет, кстати. Да, и это мне очень много лет, конечно же, да. И вот как бы на основании этого мы попытались опротестовать все это. То есть, абсурд. Мне казалось, что можно приложить справку о моих доходах, тем более, что СГБ Абхазии прошерстила мои счета моей дочери, вывернула все, что возможно было еще до выборной период. В конце концов, есть счета нужной газеты. То есть те же анонимные сайты все время утверждали, что нужная газета существует за счет иностранного финансирования. Нужная газета никогда ни одной копейки иностранного финансирования не имела. Какие-то вот еще... Это тоже проверяемо. То есть есть счета нужной газеты. Я не могу эти деньги в свой карман. По международные организации, которые здесь работают, очень тщательно следят за финансовой дисциплиной. Они присылают аудиторов, они проверяют. То есть это не Шарашкина какая-нибудь контора. Да? На самом деле вся эта информация известна. То есть эти данные мы попытались приложить, чтобы опротестовать то решение, которое принял Минюст. Конечно, наши иски рассматривать не стали. Вот как бы это, наверное, все, о чем я бы хотела сказать. Еще хотела бы сказать, что те же самые анонимные каналы, которые работали тогда, которые поливали грязью не только нас, а многих граждан Абхазии, они по-прежнему продолжают работать на правительство. Я недавно промониторила ситуацию и поняла, что у них позиция не изменилась. Они хвалят тех же людей и ругают тех же людей, там не Исфарж, Кана они как-то там оскорбительно называют. Ну, я, конечно, просто королева. У них мне действительно приятно. Вы знаете, я в таком возрасте, что мне уже приятно, когда обо мне так много говорят. Но сказать я хотела вообще не об этом, если можно, да, как у нас там со временем. Да, пожалуйста. Я постараюсь сделать это быстро, потому что я сделала наброски, чтобы не отклоняться от темы. И я буду говорить о смысле репрессий, которые обрушились на нашу страну во время президентских выборов. О кратковременных целях, заточенных под личные интересы отдельных людей, находившихся и находящихся сегодня во власти. Хотите, определите эту цель как апартаменты, как инвестсоглашение, передачу абхазских земель в собственность иностранного государства или олигархов, неважно, как их определить. Смысл у всех этих действий один – девальвация идеи абхазской государственности. Понятно, что для достижения такой цели необходимо было решить ряд задач. Подмять под себя правоохранительные органы, правосудие, зачистить информационное поле, уничтожить альтернативное мнение и подавить свободомыслие в любом виде. То есть оппозиция и независимые СМИ надо уничтожить, и жизнь сразу превратилась. Да и мы, собственно говоря, уже видим по информационным сегодняшним агентствам, как она сразу превратилась в сплошной праздник, заиграла новыми красками. Мне бы не хотелось, конечно, отклоняться от темы, но я все-таки скажу. Не могу я это не отметить, что отсутствие конкуренции, я имею в виду вычленение, выбивание независимых СМИ с информационного поля, пагубно сказывается и на государственных СМИ, которые превратились в безликих копирайтеров и, по сути, ретранслируют официальную информацию пресс-служб.
Я понимаю, что это немного... Вы же... Да? Я не продолжаю работать, в отличие от НИСВы, я не продолжаю работать. Разве вы не пишете? Разве нужна газета? Мне кажется, я читаю ее. Ну, тогда открой сайт нужной газеты и посмотри. Нужная газета не в телеграм-канале я вроде... В телеграм-канале это не я. Но это другая, в общем-то, тема профессиональной деградации и этики, о которой не мешало задуматься не только задуматься всем гражданам Абхазии. Возможно, на телевидении следовало бы провести по этому поводу очень серьезные диалоги, потому что обрушение независимых СМИ – это очень серьезная проблема для государства, которое объявляет себя по Конституции демократическим. Но я вернусь к нашим баранам и напомню, что начиналось все с лоббирования проекта закона об иноагентах. Не прошло. Общество не согласилось на создание такого инструмента подавления свободы слова, свободы мысли, свободы шествий, свободы демонстрации и других свобод и гражданских прав человека. Тогда лишили господдержки независимые СМИ. Тоже безрезультатно независимые СМИ продолжали работать и без господдержки. Пошли на откровенную ложь. Добрую половину политически активных граждан страны голословно обвинили в работе на спецслужбы иностранного государства. Тон задавали первые лица государства. МИД так вообще просто из шкурки вылез, сменил свою парадигму, и вместо внешнеполитической деятельности министерство занималось сугубо лоббированием закона об иноагентах и обвинениями в адрес граждан Абхазии. Я думаю, что это времена недавние, и все мы помним, что творил Инал Арценба, эту вакханалию, которую он устроил. Используя абхазские и российские информационные ресурсы, анонимные вбросы проправительственных телеграм-каналов, они подготовили почву для репрессий, которые произошли вот полгода назад. Для смирения самых неугодных обратились за помощью к России. Так у нас появились депортированные граждане Абхазии, в числе которых и репатрианты, герои Абхазии, лишенные российского гражданства. Да, и Кан, и Ливан, они воевали за наше Отечество. Но представители старейших независимых СМИ, по сути, всех независимых СМИ, получили статус иноагентов. К последним принадлежу и я. И, конечно, возникает вопрос, а есть эффект у всех этих выборочных и репрессий? Конечно, есть. Страх попасть под жернова истории. Простым людям всегда это очень страшно. Поэтому мы видим, как замолчала оппозиция. Независимые СМИ, которыми мы так гордились. Я вам напомню, что 10 лет назад наши президенты, выступая с различными речами, говорили о том, что, с гордостью говорили, о том, что в Абхазии существуют независимые СМИ. Мы знаем, что иностранные журналисты, приезжая к нам, всегда очень удивлялись и восхищались тем, что у нас существует независимая пресса. Да, остановлен процесс репатриации. Гражданское общество запугано и боится даже размышлять на темы болезненные и актуальные для нашей страны. Сегодня власть вроде как сменилась, но по всем признакам это продолжатели дела Бжаня. Их активное нежелание защищать конституционное право граждан страны говорит о том, что курс на уничтожение Абхазии, которая задумывалась ее основоположниками как демократическое независимое государство, продолжается. Я недавно просмотрела поручения президента, о которых очень много сегодня говорят, да, их обсуждают, в том числе в какой-то такой неописуемый восторг пришли даже некоторые бывшие представители оппозиции, да, и я хотела бы обратить внимание, да, там говорится об экономике, о сельском хозяйстве, но там ни слова не сказано в защиту прав граждан Абхазии, а это первейшая задача президента. Сегодня за пределами Абхазии находится огромное количество многодетных матерей, которым нужна помощь. Эту помощь ни в одном поручении Бадры Гумба помощи этим женщинам не присутствует. Я прекрасно понимаю, что значит для нашей небольшой страны наличие сильного стратегического партнера. Я осознаю, что мир находится на грани катастрофы, а полной независимости не существует вообще. Остается вопрос только в одном. Зачем содержать власть, которая не умеет не только строить дороги, школы, образовывать детей и содержать пенсионеров, но отказывается отстаивать права своих граждан и интересы страны? Я мониторила
различные информационные агентства, и мне на глаза попалась информация о том, что в Белоруссии по каким-то там очень сомнительным предлогам осуждены там журналист, какой-то проповедник и так далее. Они обладают двумя гражданствами. Они обладают гражданством Белоруссии и гражданством Польши. Но живут в Белоруссии. Польша вступилась за них. Руководство Польши просто ведет боевые действия. Боевые действия, это я, конечно, говорю в кавычках, с руководством Белоруссии, защищая права своих граждан. Я очень позавидовала польским гражданам. И немного личного. После июльских событий 1989 года меня уволили с работы по требованию грузин. Это было в Абхазской автономии Грузии. Оказывается, я не там была и не с теми находилась с 15 на 16 июля. Спустя 35 лет история повторилась. В независимой республике Абхазия опять выяснилось, что я опять не там и не с теми. И меня по просьбе Бжания признали иноагентом в России. Сменщик Бжания Бадрагунба не возражает. Ему тоже не нужны независимые СМИ, гражданское общество и оппозиция. Роль свадебного генерала пришлась ему по душе. Вот поэтому я больше не думаю, что мое родное государство независимое и демократическое, что наша власть стоит на защите интересов граждан Абхазии. А чем это закончится, совершенно очевидно и без опросов, в которых изучается отношение абхазов к вопросу изменения статуса Абхазии. Но я хочу обратить внимание тех, кто нас сегодня слушает. Я надеюсь, что все-таки случится так, что нас будут слушать по абхазскому телевидению. Не просто так же мы за него боролись. У нас есть некоторые отличия от других стран, где установлен авторитарный режим. Нам, гражданам Абхазии, делать ноги некуда. А у репрессий, как показывает история, не существует предела. Со СМИ и оппозицией они обычно только начинаются, а затем от точечных целей переходят к массовым. Поэтому этот процесс надо остановить, пока не стало поздно. Традиционным абхазским способом, силой всенародного убеждения. Это мое личное мнение. И я считаю, что наши люди не должны игнорировать то, что сегодня происходит. Мы не такое государство планировали строить. Вот то, что мы сегодня имеем, это совершенно не имеет отношения к тем ребятам, которые лежат в парке славы.